Волонтеры победы Булата Габдуллина победу в Великой Отечественной войне, два дедушки ковали в тылу и прадедушка на фронте. В акции юноша принял участие, чтобы почтить память всех ветеранов. Чтобы был внутренний патриотизм, что мы страна-победитель и живем в такой могучей стране, и нужно работать во благо страны, чтобы она процветала, потому что ведь за что-то наши деды воевали. В связи с пандемией в посадке деревьев задействовали минимум участников, и они работали с максимальным удалением друг от друга. Волонтерам и сотрудникам Минлесхоза сегодня помог Рустам Миниханов. Хорошая акция. Это некая дань уважения нашим предшественникам, люди, которые бились за эту победу. Память должна жить. Дерево, оно имеет срок больше, чем что-либо. Около будущего памятника советскому солдату сегодня высадили символические 75 деревьев. На центральной лужайке расположились десятилетние ивы и липы. Они очень будут себя здесь хорошо чувствовать. И в части роста, и по кроновой принадлежности они очень красиво смотрятся. Я думаю, будет украшением парка. В ближайшие 5, 6, 7 лет мы будем максимально видеть, как они радуют наш глаз. Международная акция «Сад памяти» стартовала 18 марта. В России посадят 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего. В Татарстане в городах-районах до 22 июня высадят более 350 тысяч саженцев. Саженцев, сеянцев, деревьев посадить в честь тех 350 тысяч солдат, которые не вернулись. Также сегодня Рустам Миниханов ознакомился с обустройством территории у будущего памятника советскому солдату. Монумент планируют торжественно открыть в День Победы 9 мая. Дмитрий Оригин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.